Мерзлотоведения создался в 1960 году. А до этого, 1940 года, здесь была станция. Институт и станция, и вот Институт мерзлотоведения в Якутске, да, они провели очень большие работы в свое время. И, конечно же, очень много буровых работ. Это буровые работы требуются в изучении вечной мерзлоты, потому что сколько льда находится, какие газы, вот углекислого газа сколько, метана сколько, азота сколько. Вот это все это берется бурением. Это очень трудоемкие работы. И институт вот все эти годы накапливал очень большие вот эти данные о вечной мерзлоте. Тут, конечно же, наши старшие товарищи очень много поработали. Преемственность вот это поколений, это в этом нашем институте было очень четко вот это выражено здесь. Ну, например, вот когда ты работаешь с такими учеными, как Феликс Эрнестович Аре, Игорь Александрович Некрасов, Николай Александрович Граве, да, Евгений Маркович Катасонов, ну как ты будешь плохо работать? Это было невозможно. Вот это. Потом конкретно мы сами вот в полевых работах работали. Там, ну, нас учили вот эти наши старшие товарищи. Ну, например, там Николай Петрович Босиков. Вот когда я после окончания учебы только пришел, вот работал с Николаем Петровичем Босиковым, Иваном Семеновичем Васильевым, Григорием Григорьевичем Пудовым. Вот полевые работы, как работать, как с людьми работать, так, как больше материала достать вот, для работы там, и так далее. Вот это здесь, вот они, конечно, вот они тоже в свое время учились у кого-то. И потом они нас учили. Потом сейчас вот мы учим молодежь. Да. Вот эта преемственность вот поколений, она вот это идет все время. И она, конечно же, ни в коем случае не должна заканчиваться. Совершенствование идет. И работы вот, по изучению вечной мерзлоты, они идут очень быстрыми темпами. Раньше, если мы изучали, ну, трогали, там, измеряли сами там, и так далее, да, а сейчас практически ручные измерения, они уходят, и практически мы используем автоматические измерители. Охват вот это, изучаемых вот этих объектов, да, он намного больше становится. Ученые приезжают с разных стран, и мы с ними работаем. И, конечно же, это делается, это, ну, дает очень большие плюсы. Такие страны, как Япония, Корея, там, Америка, Европа. И приборная база ихняя очень хорошая. Наша удача, наверное, что вот этот мерзлотоведы, несколько поколений мерзлотоведов, они собирали очень большие материалы, да, очень много данных. Да. И вот они собирали, и вот сейчас систематизировать это время такое пришло, и вот мы составляем вот такие вот карты, базу данных. И поэтому мы стараемся никого не забывать. Все наши работники, которые находили вот эти, вот, брали вот эти данные там и так далее, в наших книгах, в наших отчетах, в наших статьях
мы обязательно их упоминаем. Люди, вот эти поколения, да, друг другу, вот не только вот науку передавали, как научные вот эти анализ делать, как добывать данные, как систематизировать там и так далее, не только это, но они вот учили нас общаться с местным населением, как жить в полевых условиях. Каждый человек, который работает здесь, проходит очень большую вот эту такую школу. Я, конечно же, благодарен вот, Алексей, твоему отцу тоже, потому что я много раз был с ним в поле, и он меня учил. Так что вот это жить в поле, вот это тоже наука. Она опубликована в 1991 году, и в 2008 году эта карта была обновлена, ну и масштабом намного больше, ну потому что мы получили много данных уже за вот эти последние вот эти 30 лет, да. И, конечно же, вот то, что я сказал, здесь, короче, вот на эту карту легли все данные всех поколений мерзлотоведов. Вот сюда. Вот, вот эта часть, тундра, вот фиолетовая, синяя часть, да, вот это красная и вот ну, такой цвет красноватый, да, это показывает горные ландшафты. Это зеленые, это равнинные ландшафты показывает, да. Тут еще мы показываем, сколько льда вот этих в вечной мерзлоте, да, какая температура, какое протаивание. Вот такие данные. Вот здесь мы даем мощность вечной мерзлоты. Вот, например, вот на верховьях Мархи, около Удачного, да, 1500 метров. Так, где-то вот в центральной Якутии 400-600 метров мощность вечной мерзлоты, да. Вот такие характеристики. И сейчас мы вот говорим, потепление идет, да. И как это вот понять, вот это потепление, да. Вот, например, вот здесь, в центральной Якутии, у нас в 70-х годах было минус 10 градусов. Сейчас стало минус 7. Минус 7. А минус 7, вот в 70-х годах температура, среднегодовая температура была в Ленске, Алекминске, Томоте и Алдане. И вот эта температура, представьте себе, вот эта температура сейчас, и самое главное, вот здесь, это островная мерзлота была. Там не около 25% только мерзлые. 75% это талые породы были. Да? И вот этот климат, он пришел сюда. Вот такой климат островной мерзлоты приходит к нам на область сплошного распространения вечной мерзлоты. Мы ожидаем здесь очень большие изменения. Нам надо опасаться. Нам нужны знания. Вот людям нужны вот эти знания. Вот мы составляем вот такие карты, и мы точно знаем, где устойчивые ландшафты, это в зоне вечной мерзлоты, где есть неустойчивые ландшафты. Вот Якутия к неустойчивым ландшафтам относятся где-то около 30% территории. Это примерно 30%. И там, где вот это мы нарушаем, идут какие-то нарушения, строительство там и так далее, ну, небрежно так, если будем говорить, там делается. В этих 30% территории Якутии мы будем иметь вот это нарушение, деградацию вечной мерзлоты. А есть такие участки с коренными породами,
Да, это значит плотные породы, плотные, без льда там, и так далее. Вот такие породы, они занимают 70% территории Якутии. Сейчас при потеплении климата, что может быть? Мы где вот этот нарушенные рисковые участки будут, риски будут, да, геокарологические риски, где не будет их. Мы могли бы людям сказать: люди, осваивайте участки устойчивые, живите на устойчивых участках. Об этом говорим. Это сейчас, наверное, проблема номер один будет. И мы хотели бы, чтобы все-таки мы не стали осваивать опасные участки, а перешли бы свое вот это видение, вот этой нашей осваивания, вот нашего хозяйствования, да, перенести на устойчивые ландшафты. Во-первых, людям надо помогать. Многие люди-то не знают, что такое вечная мерзлота и как быть. Люди-то должны знать, что мы свою работу делаем, но работа у нас наука, и мы обязаны вот это бесплатно вот это свои результаты опубликовать в журналах. Но люди-то не читают научные журналы. И поэтому научно-популярные журналы, ну вот у нас журнал «Наука и техника в Якутии» выходит, Виктор Васильевич Шепелев. И, конечно, через этот журнал там, и так далее, для вот этой широкой публики мы должны тоже вот это работать. Научно-популярные работы, мы стараемся это делать. Много публикуем в газетах, по телевидению выступаем, по радио выступаем. Не зря же все-таки вот Иль-Тюмен, госсобрание наше в республике, в 2017 году они приняли закон об охране вечной мерзлоты. Конечно же, это очень актуальное, но очень жаль, что вот этот закон как-то вот этот повис, и он почти не работает. Ну, можно было не обязательно там полностью по охране вечной мерзлоты там и так далее, но мы могли бы сказать, вот эти опасные участки, в них осваивать очень сложно и так далее. Вот такие карты мы могли бы это составить. Люди, кто осваивает, кто вот этот хозяйство ведет там и так далее, они могли бы этим пользоваться. И хотя бы в этом направлении. Вот обычно все говорят, что город Якутск, вот этот опасный там и так далее, я думаю, это город Якутск по сравнению с Баргонцами, Чурапчой, Майей и другими поселками, да, он в намного лучшем состоянии. И я считаю, что нам пора бы посмотреть, как живут в районах. Самая вот эта злободневная проблема сейчас при потеплении климата. В мире идет очень сильная интеграция. И практически со всех стран приезжают сюда, в Якутск. Я не скажу, что только в Институт мерзлотоведения и Институт биологических проблем, университет. Там практически во всех институтах приезжают ученые. И объект, почему приезжают? Потому что объект очень яркий, вечная мерзлота. Это вообще такой мир, который сразу показывает вот эту реакцию, свою реакцию, да, на потепление климата. Они в Европе, Японии, Южной Корее, это они не могут видеть. Это они какие-то вот эти данные
ну, датчиками там и так далее, измерением температуры, влажности там и так далее, осадков. Ну, это вот косвенно они могут взять. А в Якутии, да, у нас сразу то, что происходит, вот это потепление, да, и мы вот этот эффект сразу видим. У нас получились очень хорошие контакты с иностранцами. Они сюда приезжают, мы туда уезжаем. И мы уезжаем учить их. Я вот работал приглашенным профессором в Японии 2 раза, во Франции тоже 2 раза. Обмениваемся своими знаниями, учим их аспирантов, учим в семинарах, мы вот это, с их учеными вот это доказываем, свои гипотезы проверяем, там, насколько правильно мы оцениваем или неправильно там, и так далее. И дальше какими методами и каким образом надо работать. Вот в этом направлении мы работаем. Здесь, в Якутии, очень много молодых аспирантов прошли школу. Вот это изучение вечной мерзлоты, потеплению климата и антропогенному воздействию. Многие стали сейчас профессорами. У них о России, о Якутии очень хорошие воспоминания, очень хорошие вот эти контакты. Конечно, наши молодые теперь вот с ними работают. И, конечно же, вот я думаю, что вот такой процесс друг другу помогать, как друг другу помогать, да, и в наших исследованиях, оно будет продолжаться. Волнует то, что наши знания не доходят до широких масс. Где-то цепочка между вот этой наукой и простыми людьми, да, между, значит, вот это где-то цепочка разрывается. Разрывается, и люди не знают. Люди не знают. И поэтому, ну, здесь школа могла бы это очень хорошо работать. Кто работает, экономистов, строителей, геологов, которые работают с вечной мерзлотой, их тоже мерзлоте надо учить. Но с каждым годом это все хуже и хуже. Почему? Потому что, например, в Северо-Восточном федеральном университете была кафедра мерзлотоведения. Сейчас ее нету. А сейчас мы говорим, что с вечной мерзлотой у нас очень большие проблемы. Не только в Якутии, Норильск, там, Чукотка, везде, во всем мире. А специалистов не выпускаем. Вот таких книг очень мало. Вот это мы составили с американкой Сьюзан Крейт вот, по Вилюю, по бассейну реки Вилюй, вот этот, как мерзлота реагирует на потепление климата. Вот такую книжку сделали. Здесь мы людям показали, что, где, как, почему они происходят. Да? Вот эти потепления, почему идет, очень нужны для людей. Сейчас, если вот так говорить, то по Илиненгер мы сейчас пытаемся готовить вот такую брошюрку, научно-популярную. И, наверное, интересно.